Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Мирио Тан. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о выборе языка современных казахстанских музыкантов. Казахстан позиционируется как трехязычная страна. В основном музыканты пишут песни на русском, казахском и английском языках. В этой лекции я бы хотела обсудить языковую политику советского периода, независимого Казахстана, и поговорить о том, как данная политика, какую языковую идеологию данная политика создала и как современные казахстанские музыканты демонстрируют или меняют данную идеологию. Во время Советского Союза в Казахстане часто менялась языковая политика. В 20-е и ранние 30-е годы изучение русского языка приветствовалось, но казахский язык также поддерживался. В 1929 году арабская письменность была заменена латиницей, а в 1940-м кириллицей. Это было сделано, чтобы приблизить русский и казахский народ. Советское правительство поддерживало использование казахского языка в администрации и в образовании. Но после 30-х годов началась политика русификации, в результате которой русский язык становился более престижным, так как предоставлял образовательные возможности и возможности карьерного роста. А казахский язык становился менее престижным, так как не мог предоставить такие же возможности. Но стоит отметить, что в это время поддерживалась публикация научных трудов и энциклопедий на казахском языке. В результате политики русификации снизилось количество казахских школ, а востребованность русского языка повысилась. В то время казахский был в слабом положении, а русский в сильном. Об этом указывает Уильям Фирман в своей статье Russian Language in Post-Soviet Central Asia Persistence in Prestige Domains. Русский язык стал распространяться в городской местности среди этнических казахов. Таким образом, в позднесоветский период Казахстан стал гетерогенной с точки зрения языка страной. В 1989 году был принят закон о языках Казахской ССР, в котором казахский язык обрел статус государственного, а русский язык стал языком межнационального общения. После распада Советского Союза языковая политика оставалась чувствительной темой в стране. Как говорит исследователь Марлен Ландау, в первое время независимости дерусификация была основным направлением. В 1995 году русский язык стал языком, который употребляется наравне с казахским. Однако закон о языке 1997 года утверждает, что долгом каждого гражданина было изучение казахского языка. Кроме того, правительство внедряло программы, направленные на расширение использования казахского языка путем обязательного ведения административной документации на казахском языке. Но, несмотря на это, использование русского языка все равно превалировало. Правительство также оказывало поддержку разным языкам разных этнических групп, проживающих в стране, через государственные программы о развитии функционирования языка в Республике Казахстан на 1998-2000 годы, 2001-2010, 2011-2020 годы. Но так как другие этносы составляют чуть больше 13% населения, основными языками общения был казахский и русский. Как говорит Уильям Фирман, внутренняя миграция, а точнее переселение сельских казахов в городскую местность повлияло на использование казахского языка в городе. Относительно недавно правительство стало работать над внедрением, распространением обучения английского языка, объявив политику трехязычия. Система образования также начала трансформироваться с целью внедрения полиязычия. Вдобавок, правительство инициировало процесс перехода казахской письменности на латиницу, который планируется завершить до 2025 года. В статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» Назарбаева объясняет переход на латиницу особенностями современной технологической среды, коммуникации в современном мире и особенностями научно-образовательного процесса в 21 веке. То есть это подразумевает, что латиница для местных политиков ассоциируется с современностью. В марте 2019 года правительство приняло закон о кинематографии, в котором написано, что фильмы должны быть обеспечены закадровым переводом или субтитрами на казахском языке, за исключением фильмов ограниченного проката. То есть можно сказать, что языковая политика фокусируется на
десоветизацию, дерусификацию и распространение казахского языка. Что касается языковой идеологии, Уильям Фирман предполагает, что в поздние 80-е годы больше 90% городского населения в Казахстане свободно владело русским языком, и только 10-15% казахским. Городские казахи считали язык и культуру Москвы ближе к себе, и это образовало разрыв между их сельскими соотечественниками. Согласно данным за 90-й год, казахский превалировало в образовании и общественной жизни в селах. В результате это породило определенную языковую идеологию в стране. Русский язык ассоциировался с модернизмом и урбанизмом, а казахский язык с традиционализмом и сельской идентичностью. Исследования показывают, что макроуровневая языковая политика во время независимости позитивно повлияла на распространение казахского языка. Об этом свидетельствует заинтересованность молодого поколения в изучении казахского языка и желание городских родителей отправлять своих детей в казахоязычные школы. Но не стоит забывать, что на этот показатель также повлияла и внутренняя миграция. А теперь знание казахского языка расширяло образовательные и карьерные возможности. Однако, по словам исследователей Жулды Смагуловой и Лизы Анны Гульнур Акановой, данная политика не повлияла на использование языка в повседневной жизни, то есть русский язык все равно используется чаще, особенно в городах. К тому же, как указывает Аканова, пристыжение этнических казахов за незнание или плохое владение казахским языком мешает им изучать казахский язык. Что касается английского языка, то согласно исследованиям, казахская молодежь использует английский язык для создания престижной идентичности. Знание английского языка связано с престижностью, потому что он ассоциируется с развитыми странами, с хорошими карьерными возможностями. К тому же трехязычная языковая политика способствовала повышению статуса английского языка. И теперь я бы хотела перейти к результатам моего исследования, где я ссылаюсь на интервью, проведенные с музыкантами летом 2018 года во время сбора данных для магистерской диссертации. По словам ученой Гульнур Акановой, использование казахского языка публичными личностями повышает его социальную ценность. Она упоминает Галымжана Молданазара как яркую личность казахстанской музыки, который опровергает мнение, что казахский язык может ассоциироваться только с традицией. Такое же мнение я услышала во время квартирника, организованного «Казах Индия», на который активист и деятель современной казахстанской музыки Руслан Якупов говорит, что музыка Молданазара вдохновляет его на изучение казахского языка. Во время моего интервью с Галымжаном Молданазаром он отмечает, что в последнее время появилось много молодых музыкантов, которые исполняют песни на казахском, и благодаря которым молодежь все чаще слушает казахстанскую музыку, принимает ее и любит. Молданазар понимает, что казахоязычная аудитория небольшая, но утверждает, что исполнение на казахском, на родном языке – это правильно. Вот здесь вот понятие «родной язык» очень интересно в данном контексте именно. По словам исследователя Чейса Ладауса, родной язык – это первый язык человека, который он знает больше всего. Также есть мнение, что родной язык – это язык предков. Однако Чейз Ладауса пишет, что правильнее будет сказать, что родной язык – результат мифологического сознания людей, который имеет сильное идеологическое влияние. По-моему, данное идеологическое влияние можно заметить в вышеупомянутом комментарии Молданазара о казахском языке. В своем исследовании касательно хип-хопа на местных языках Мексики Джозеф Кру пишет, что существует неправильное представление о том, что язык коренного населения не могут выразить современность, и что они ассоциируются с социоэкономической и культурной отсталостью. Кру пишет, что использование языка майя в хип-хопе, в поп-культуре и в интернете повлияло на популяризацию его среди молодежи и изменение языковой идеологии касательно этого языка в позитивную сторону. Нечто похожее происходит и в Казахстане. Использование казахского языка в современной музыке, в интернете и в поп-культуре популяризирует его среди молодежи. По словам гитариста группы Фаренгейт Ильяса Кабиева,
Казахский язык делает их музыку уникальной, придает особую атмосферу. Такое же мнение разделяет и фронтмен группы Алдаспан, который исполняет этнорок на казахском языке. При выборе казахского языка исполнители руководствуются не только его знанием, но и желанием выделиться, как показывает данные исследования. Действительно, когда Молданазар стал набирать популярность среди российских слушателей, российские интернет-издания писали о его музыке как о загадочной и душевной, экзотичной, неожиданно и подозрительно крутой. Это показывает, что восприятие казахского языка меняется не только в Казахстане. Одним из участников моего исследования был рэпер Канамар, который читает рэп на русском. По его словам, даже если он окончил казахоязычную школу, ему легче было выражать свои мысли на русском. Также на выбор его языка повлияла аудитория, то есть, исполняя песни на русском, он делает свою музыку доступной для всего СНГ. По его словам, не исполнение на родном языке, а принесенная польза делает тебя патриотом. То есть он также осознает существующую идеологию о том, что исполнение на казахском языке этнического казаха является проявлением патриотизма. Еще одна исполнительница, Кинрай, которая раньше выступала под псевдонимом Зара, поделилась во время интервью, что написание песен на английском языке ей давалось с трудом. Она предполагала, что писать на английском об абстрактных вещах будет легче, но оказалось наоборот, английский язык ограничивал ее артистические возможности. Отчасти из-за этого она стала писать песни на русском. Английский язык вошел в наше языковое окружение сравнительно недавно, но уже есть музыканты, которые пишут песни на нем. По словам членов группы Молталаут, они исполняют песни в основном на английском, потому что выросли сами на такой музыке, им нравится язык, к тому же они считают его более мелодичным и звучащим проще. Они также утверждают, что если бы знали казахский язык хорошо, то, возможно, бы писали песни на нем. Кроме того, факт того, что весь мир знает английский язык, повлиял на выбор их языка исполнения. По словам исследователя Сиси Катлер, в 60-е годы престиж, связанный с английским языком, его статус международного и надежда достучаться до большей аудитории повлияли на то, что многие европейские группы стали исполнять на нем. Даже во Франции, где французский язык защищен, музыканты часто исполняли песни на английском языке. Как я уже говорила, по словам Акановой, этнические казахи испытывают социальное давление касательно знания языка. К тому же она пишет, что казахский язык имеет социальную ценность только когда на нем разговаривают грамматически правильно и без использования иноязычных слов. Возможно, именно это социальное давление повлияло на то, что члены группы Молталаут говорили, что если бы знали казахский язык хорошо, то, может быть, и исполняли песни на нем. Фронтмен группы City and Shivers Архат Авенгезин также разделяет мнение Молталаут о мелодичности английского языка. Он также добавляет, что ему удобнее исполнять песни на нем, а недостаточное знание казахского языка и немелодичность, по его мнению, русского языка мешают ему исполнять песни на этих языках. Эти комментарии показывают, что существует определенная идеология касательно английского языка, то, что он более мелодичен и тем самым больше подходит для написания песен. По словам Сиси Катлер, это распространенная идеология, которая, по ее мнению, связана с продолжительной традицией поп- и рок-музыки на английском, которая служит ориентиром для неанглоязычных музыкантов. Она также утверждает, что нет исследований, доказывающих совместимость определенного языка с определенным жанром. То есть данные комментарии основаны на социальных факторах и идеологии. Катлер также пишет, что выбор языка может обозначать желание идентифицироваться с определенной музыкальной традицией. То есть, возможно, выбор языка Молталаут и City and Shivers символизирует их желание ассоциироваться с западной традицией инди-музыки. В заключение хотелось бы сказать, что казахстанские музыканты при выборе языка исполнения руководствуются несколькими вещами, в том числе знанием языка, целевой аудитории и, конечно же, своими личными предпочтениями. Однако их выбор также демонстрирует существующие языковые идеологии, а именно то, что английский язык воспринимается как более мелодичный,
подходящие к современной музыке. Казахский язык ассоциируется с аутентичностью, самобытностью и патриотизмом, в то время как русский язык выбирает для свободы самовыражения. Исследования показывают, что местные исполнители не только воспроизводят существующие языковые идеологии, но также влияют на их изменения. Спасибо большое за внимание. У меня на этом все. Всем пока.